В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Новые памятники монументального искусства появятся в Абхазии. Репортаж с заседания Госкомиссии. Юбилей поэта и писателя. Муж Немикая награжден орденом Афидз Апша второй степени. Депутат Народного собрания Абхазии Нодик Квициния заключен под стражу. Информацию об этом сегодня распространила пресс-служба МВД Республики. В сообщении говорится, что разыскное дело в отношении Нодика Квициния было открыто 9 ноября 2016 года. Именно с этого дня Нодик Квициния, обвиняемый в организации убийства Климантовича и его помощницы Скоредновой, находился в розыске. В ходе реализации оперативной информации Нодик Квициния был задержан в городе Сухум сотрудниками Управления уголовного розыска МВД. Теперь МВД должны уведомить суд об аресте ранее разыскиваемого. В данное время Нодик Квициния находится в ВВС МВД. Государственная комиссия по монументальному искусству при Кабинете министров Абхазии утвердила ряд проектов памятников. Сегодня на заседании Госкомиссии под председательством премьер-министра Беслана Барцец были рассмотрены также обращения и заявления граждан. Репортаж Сарии Смыр. Госкомиссия по монументальному искусству при Кабинете министров Абхазии создана с целью рассмотрения вопросов увековечения памяти выдающихся личностей Абхазии и определения места установки памятной скульптуры. За год работы комиссии на ее рассмотрение поступило уже 14 заявлений. Инициаторами в основном выступили жители сел и городов республики, а также главы администрации. Как ответил премьер-министр Беслан Барцец, зафиксированы случаи нарушения процедуры установления памятников. У нас есть факты, когда, не дожидаясь решения Государственной комиссии и решения местных властей, желающие установить ту или иную скульптуру или тот или иной бюст, самостоятельно начинают предпринимать уже конкретные действия, в том числе и строительного характера, подготовки площадок, а зачастую и вообще без решения комиссии уже готовят и бюсты. Желающие установить монумент в первую очередь должны обратиться в комиссию за разрешением. Множество споров вызвал проект памятника видному общественному деятелю, доктору исторических наук Георгию Дзидзария. Часть экспертов предлагала установить памятник в столичном парке «Сказка», другие же на набережной Махаджиров. В итоге мнением большинства было решено установить памятник Георгию Дзидзария на набережной Махаджиров. Скульпторы Станислав Иванба и Амиран Адлиба представили на рассмотрение комиссии свои эскизы памятника абхазскому поэту Иу Когония. По общему мнению, оба представленных проекта передают образ писателя. На мой взгляд, и тот проект, и этот интересен. И в этом проекте, мне кажется, он тоже очень интересен, потому что здесь есть его какая-то метафора думающего человека, да, то есть там, может быть, есть какая-то вот такая вот подстрочность, буквальность, в смысле какая-то, красивость такая вот, да, скульптурная тоже есть. Представителям комиссии так и не удалось прийти к единому мнению по данному вопросу. В итоге было принято решение доработать оба проекта и вынести на повестку дня к следующему заседанию. Госкомиссия по монументальному искусству одобрила проект памятника погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии в селе Лыхны, отметив необходимость его дальнейшей доработки. Также в будущем памятник героя Абхазии Мушнихвардске будет установлен на его могиле в селе Лыхны. После войны, я помню, разговор был, что придет время, мы там сделаем памятник, но мы его не сделали не потому, что денег не было. Мы тогда не созрели, что именно мы там хотим, потому что это привязывалось к какому-то мемориальному комплексу. Речь идет о том, что пришло время уже там сделать вот над могильным памятник и объявить конкурс. В комиссии единогласно было принято решение об установлении памятников генералам Султану Сасналиеву и Сергею Дбар. По словам премьер-министра, бюсты прославленных военачальников, героев Отечественной войны народа Абхазии давно готовы. Он также добавил, что правительство возьмет на себя все расходы, связанные с сооружением постаментов. В связи с этим было также поручено в ближайшие сроки определить место их установки в Парке Славы. Уже практически завершены работы по созданию памятника погибшим летчикам в селе Бамбора Гудаутского района. По словам Беслана Барцыца, этот проект уже сейчас необходимо включить в реестр памятников монументального искусства. Члены комиссии также поддержали проект об установлении мемориальной доски святого апостола Симона Канонита у центрального входа в монастырь. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Абхазский поэт, прозаик Мушни Микая награжден орденом Ахидз-Апша второй степени за вклад в развитие литературы и продвижение национального художественного слова. Указ об этом подписал президент Абхазии Рауль Хаджимба. И сегодня же, в день 85-летия Мушни Микая, орден ему вручил советник президента Владимир Зантария. Репортаж Ренаты Шакая. Одним из выдающихся представителей старшего поколения абхазских литераторов, долгие годы плодотворно работающих на поприще поэзии и прозы, является Мушни Мика, который вот уже почти 70 лет неизменно предан своему перу. Мушни Иродович вступил на литературную стезю в конце 50-х годов прошлого века. Первый сборник его стихов «Цветок и роса» вышел в 1962 году. 60-е и 80-е годы смело можно обозначить временем расцвета его творчества, который ознаменован выходом в свет поэтических сборников «Весеннее утро», «Белая ветка», «Поляна», «Чайка», «След звезды», «Завтрашний день», «Голос расцвета» и другие. В своих произведениях поэт размышляет о жизни и смерти, добре и зле, мгновенном и вечном, о любви и ненависти. Мушни Иродовича Микая своеобразный очень стиль, очень богатая абхазская лексика, своя манера письма, абсолютно отличающаяся от того, как пишут другие. И он создал свой литературный мир. Да, и называет он условно Турихо. Это место, с которым связано его детство и его юность. Все лучшее, где звучало из уст наших прекрасных старцев в селе Кутол. Перу поэта, прозаика Мушни Мика также принадлежит ряд публицистических работ. Значителен его вклад и в развитие художественного перевода. Символическим обобщением творческого опыта писателя можно считать издание трехтомного собрания сочинений. Мушни Мика и по сей день находится в гуще общественной и литературной жизни своей родины. В свои 85 лет Мушни Иродович продолжает творческую деятельность с присущей только ему работоспособностью и преданностью родной абхазской литературе. Рената Шакая, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. В ночь с 18 на 19 февраля с целью проведения мониторинга деривационного тоннеля была остановлена Ингурская ГЭС. Работы продлятся до начала марта. Как ранее сообщал генеральный директор Черноморэнерго Аслан Басария, на это время в рамках взаимодействия российских, грузинских и абхазских энергетиков принято решение о получении перетока электроэнергии в количестве 200 мегавольт со стороны Российской Федерации по линии Салхина-Псоу. Кроме того, по словам Аслана Басария, ввиду заинтересованности обеих сторон в проведении ремонтных работ, грузинская сторона подстрахует нас. Только после проведения мониторинга возможно ответить на вопрос, на какой период времени будет остановлена генерация в 2018 году. МЧС Абхазии сообщает о резком росте числа пожаров за минувшую неделю. В 5 пожарах погиб 1 человек, 2 получили ожоги различной степени тяжести. Выгорели 2 дома, 2 квартиры. Основная причина возгораний – неисправная электропроводка или ненадлежащее использование отопительных приборов. Спасательное ведомство страны убедительно просит граждан республики быть особенно внимательными при использовании электрообогревателей и при необходимости немедленно обращаться в МЧС Абхазии для ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации. Презентация 6 научных изданий по философии российских известных философов прошла сегодня в Абхазском государственном университете. Студентам и преподавателям была представлена также книга доктора философских наук Ивана Тарба. Монография ученого станет дополнительной учебной литературой как для специалистов, так и для студентов вузов. Репортаж Сима Аргун. Встреча студентов с именитыми философами была весьма интересная. Презентация плавно перетекла в своеобразную лекцию. Выдающиеся российские ученые, супруги Татьяна Щедрина и Борис Пружинин только за прошедшие годы издали 6 книг. Теперь они пополнят библиотеку кафедры философии Абхазского государственного университета. Российские ученые говорили о задачах философии в современном мире. Татьяна Щедрина дала бесценные советы молодым исследователям. Стать настоящим абхазом можно лишь тогда, когда знаешь родной язык и историю своего государства. А для этого еще нужно стать настоящим профессионалом своего дела. Что такое культура? Это слово прежде всего. И вы, приходя сюда, вы овладеваете словом, вы овладеваете своей страной. Не тогда, когда вы сидите в ресторане. И не тогда, когда вы просто слушаете музыку. А когда вы говорите на своем языке. Тогда вы настоящие абхазы.
Тогда вы настоящие люди своей страны. Тогда вы можете каждому сказать, что это мое, потому что я знаю это. А не потому, что я там верю, потому что я это имею. Иметь – это значит владеть изнутри своей культуры быть абхазом. Это настоящая ваша культура. И пока вы ее не возьмете, вы не сможете быть настоящими абхазами. Кафедра философии АГУ на протяжении многих лет сотрудничает с российскими коллегами. И ученые из Москвы приехали в Абхазию не только презентовать свои научные труды, но и поделиться опытом. Самое интересное, что происходит, вот философия – это любопытная область, я все время делаю отступление для первокурсников, это перекресток. Здесь происходит взаимодействие различных дисциплин, направлений, различных позиций, точек зрения. Это перекрестие. И на этом перекрестии мы очень хорошо чувствуем, что сегодня актуально, что уходит несколько в историю и в прошлое, в историю как прошлое, а что возвращается в историю как настоящее, как сегодняшний день, который вы должны переживать. Сегодня студентам и преподавателям АГУ была представлена еще одна книга, автором которой является доктор философских наук, декан кафедры философии Иван Тарба. Татьяна Щедрина и Борис Пружинин являются научными редакторами издания. Над монографией абхазский философ работал около 10 лет. Иван Тарба проводит философский анализ сущности и специфики формирования этнонационального сознания и самосознания абхазского этноса. Используя здесь методы Данилевского, методы Гумилева особенно, значит, и методы Вернадского, поскольку, значит, они очень взаимосвязаны. И вот, значит, используя из этого, я сделал целую методологию, и на основе пассионарной теории Гумилева я написал эту монографию. Лет 10, конечно, я ее писал. Это не так легко, нужно было изучить побочную литературу, и немало, зарубежную, и российскую, и нашу. Книга рассчитана на специалистов в области истории, философии, социальной философии, культурологии, политологии, а также на студентов вузов и аспирантов. Сима Аргун, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение. Сегодня в Национальной библиотеке Республики прошла презентация сборника рассказов Ричарда Чкадуа «Чан». Сборник включил в себя около 100 коротких рассказов и философских эссе. Звукорежиссер Ричард Чкадуа стал поэтом и писателем по воле судьбы. Участие в Отечественной войне народа Абхазии послужило отправной точкой в его писательской деятельности. Первый сборник стихов «Шаги слов» вышел в 2002 году. Ричард Чкадуа пишет о жизни, о переживаниях и мыслях, затаившихся в его памяти. То, что это будет книга, я об этом не думал. Это были те мои внутренние переживания, воспоминания, которые я хотел запечатлеть, оставить. То, что я пережил, то, что пережили мои друзья, естественно, здесь очень много связано с войной, потому что это было великое потрясение внутреннее. И я не думаю, что больше этого еще, и не дай бог, чтобы было еще потрясение лично у меня, и у нас всех. Ну вот как-то вылилось, я все время писал в стол, но вот благодаря друзьям вышло в свет. Книга под названием «Чан» – это сборник более 100 коротких рассказов, каждый из которых отражает мысли и воспоминания писателя о тяжелом военном времени, наполненном отвагой и героизмом. В основе названия сборника лежат философские размышления автора. Почему «Чан»? Здесь есть рассказ, соответствующий вот этой картине. Это прекрасный художник, прекрасный человек, мой близкий друг Тимур Кайтан. Это его работа. Он сразу понял задумку. Если прочитая рассказ, вы поймете, почему этот человек вроде бы в самом чане, вроде бы вне его. Но это емкость. Это емкость, которая может быть хорошей, которая может быть чуть-чуть негативной, но она есть. В каждом из нас есть, и она должна подарить миру что-то хорошее. Будем стараться дарить, если получится. Объектами, персонажами рассказов Ричарда Чкадуа стали как люди, так и предметы, явления и животные. В каждом предложении его рассказов заложен особый смысл, которым читатель не перестает удивляться. Есть такое выражение у нас, обсышил ирхот, ажу акузырхо, дзин цейн зралу ажу. Выше слова ничего нету. И очень напомнило мне, потом мне уже на следующий день, через сутки, когда так образы начали передо мной вставать, я вспомнил и Маркиса, и Даура Зантари, и Фазилия Искандера, и о Генри где-то немного, даже Ремарка вспомнил. Но
ассоциации возникли. Но самое главное, хочу подчеркнуть, что у Ричарда свое лицо, видение мира очень удивительное, очень чистое. И пшкоп, как на русский язык перевести, не знаю, Дара и пшкоп, очень трепетно относится он ко всему окружающему миру, к нашей порой жесткой действительности, порой очень благородной. Ричард Чкадуа – автор, который сражается за красоту, совершенство, за доброту и веру, за память и любовь. Поразил. Вот он дал нам некую новую струю крови новой. Мне кажется, его сразу поймут и сразу его полюбят, потому что, прочитав один раз, хочется еще раз. Вот понимаете, как своеобразная Библия. Вот сколько раз читаешь, сколько раз открывается сама Библия. То же самое у Ричарда. Первый раз прочитал, у меня одни ощущения были, второй раз другое совершенно. Поэтому он, мне кажется, загадка, которая будет впоследствии себя раскрывать более масштабно. Ричарду Чкадуа издать свой сборник помогла компания «Аквафон». Для популяризации чтения среди молодежи, в особенности отечественных авторов, компания «Аквафон» на официальной странице в соцсети Instagram провела розыгрыш. Некоторое время назад мы с большим удовольствием заметили, что все, что касается литературы, книг, чтения, стало очень популярно среди молодежи. Мы это увидели через наши социальные страницы, через то, как часто у нас просят те издания, которые мы спонсируем. Вытекла идея провести конкурс, такой даже не конкурс, а интеллектуальную викторину. Прошел один тур, выиграло моментально 10 победителей. Мы поняли, что это интересно публике, что есть заказ у молодежи, это самое главное. Прошла второй конкурс. Сегодня мы пригласили сюда на презентацию всех победителей, для того, чтобы вот в такой торжественной обстановке вручить им их заслуженные сеты книг. Такие конкурсы мы будем проводить постоянно, поскольку популяризация чтения книг – это то, что мы видим необходимым и нужным как одно из направлений нашей деятельности. Невозможно переоценить роль книг, в которых заключены чьи-то воспоминания из целой эпохи. Не переставайте читать, ведь, как сказал Достоевский, перестать читать книги значит перестать мыслить. В рамках предвыборных кампаний кандидатов в депутаты Народного собрания Абхазии на нашем телеканале продолжаются прямые эфиры. Сразу после выпуска новостей вашему вниманию предлагаются выступления кандидатов, зарегистрированных в Очимчирском избирательном округе номер 32, в котором 4 кандидата, и Ткварчалского округа номер 34, в котором зарегистрированы 3 кандидата. Согласно жеребьевке, проведенной Центр избиркомом по распределению бесплатного эфирного времени на канале Абхазского телевидения, завтра, 23 февраля, в теледебатах примут участие кандидаты в депутаты Народного собрания Цандрыпшского избирательного округа номер 13, в котором зарегистрированы 5 кандидатов, и Члоуского избирательного округа номер 29, в котором зарегистрировано 2 кандидатов. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, временами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 2-4, днем плюс 10-12 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.